Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как мужчина в порыве ревности убил свою жену. После скандала мужчина задушил белевой веревкой, после чего позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. Женщина собиралась уйти к любовнику. Покажем, как мужчина в Дагестане голым сбежал из СИЗО и как его за это судят в Татарстане. Что сегодня будет процесс? Не знали, что ли? А также автомобиль после аварии в центре Казани врезался в дом. Просто такой сильный удар, и все, хлопок. Тудыщ, мы выскочили в окно, и все. Каждый из водителей уверял, что ехал на зеленый. Это и не только прямо сейчас. Ревность мужа и затянутая на шее белевая веревка стали причиной смерти 27-летней девушки этой ночью в одном из домов на улице Овощеводов. Полицейских вызвал сам подозреваемый. Бывший директор кадетской школы не пытался скрыться, а рассказал стражам порядка, что его супруга хотела уйти к любовнику. Отношения выясняли с глазу на глаз, и перед этим специально отвезли детей к родственникам. Подробности трагедии у Алии Хайрудиновой. Мы не выходим особо, ни с кем не знакомимся. Никто из соседей семью особо не знал. Жили они за высоким забором, муж, жена и 3 детей. Этой ночью супружеская пара готовилась к выяснению отношений. Чтобы дети не слышали, как ругаются родители. Они отвезли их к родственникам. Между супругами произошел конфликт в связи с тем, что женщина собиралась уйти к любовнику. После скандала мужчина задушил белевой веревкой, после чего позвонил в правоохранительные органы и сообщил о произошедшем. Мужчину тут же задержали, скрываться он не пытался. Выяснилось, что он бывший директор кадетской школы. Уже завтра в Советском районном суде в отношении него должны избрать меру пресечения. Там решится, будет ли он дожидаться суда в следственном изоляторе или дома. С кем останутся дети, пока неизвестно. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Он промышлял квартирными кражами, был задержан, но сбежал из следственного изолятора в Дагестане. 3 последующих года был в розыске. За это время засветился в Твери и попался только в Казани на очередной краже. Нанесенный им ущерб в материалах уголовного дела оценивается в 700 тысяч рублей. Следователи уверены, что доказательств вины 28-летнего Рустама Шахруддинова более чем достаточно. Сегодня в Казани должно было стартовать слушание его дела в суде, но процесс отложили. Нафиса Минязова знает почему. Что сегодня будет процесс? Не знали, что ли? До начала процесса адвокаты подсудимой не могли найти общего языка, но позже все стали говорить о деле. Когда устанавливали личность подсудимого, он открыл о себе новые факты. Семейное положение. Есть малолетний ребенок, просто официально не зарегистрирован. Малышу уже 5 лет. С тех пор, как отец находился в розыске, он видел его редко, но признается, что старался помогать. Впервые мужчину задержали в 2015 году в Дагестане. Установлено, что в 2015 году подсудимый совершил ряд краж на территории Республики Дагестан и города Ставрополь. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, превысил сумму 180 тысяч рублей, после чего он был арестован и помещен в СИЗО города Изербаш Республики Дагестан. Летом 2016 года подсудимый смог сбежать из СИЗО, воспользовавшись тем, что окно для приема пищи осталось открытым, обнаженным, он пролез в него. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Спустившись в кабинет медсестры, мужчина отжал металлические прутья на окне. Спустился во двор и убежал. Теперь он обвиняется в побеге из-под стражи во множестве совершенных с тех пор кражах на территории Дагестана, в Твери и Казани. Здесь его и задержали. Задержали мужчину в июне 2018 года при попытке совершить очередную кражу. По водосточной трубе он поднялся на 2-й этаж и залез через форточку. Взяв золотые украшения, пытался бежать, но попытки были тщетными, он попался в руки полицейских. Его заключили под стражу и несколько раз продлевали срок задержания. Сегодня должны были стартовать судебные слушания по факту краж и побега. Но подсудимый получил постановление о назначении судебного заседания не в установленное законом время. Поэтому процесс отложили до 21 августа и продлили ему меру пресечения до 22 сентября, так как срок ареста заканчивался 4 августа. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. «Лада Гранта» и «Тойота» вылетели на газон после столкновения с мусоровозом. Авария произошла в вечерний час пик на проспекте Победы. Удар был достаточно сильным, в результате чего легковушки снесли металлические конструкции. Автомобили покинули место происшествия своим ходом, пострадавших нет.
Примерно в это же время на Кировской дамбе произошла авария с участием 4 машин. Водитель «Шевроле Нива» увидел впереди затор и нажал на педаль тормоза. Это же сделал и владелец «Ауди» и «Киа Рио». А водитель Hyundai Solaris остановиться не успел. Основная сила удара пришлась на корейскую иномарку. У машины была сильно смята задняя часть. «Шкода Йети» и «Лада Калина» не смогли поделить перекресток улиц Кирпичникова и 8 марта. Водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу иномарке, едущей по главной. Удар пришелся в правую переднюю часть «Шкоды», что спасло водителей от травм, знает Анна Городнова. Ну, не заметил я его, отвлекся. Ренат, водитель «Лада Калина», отрицать свою вину не стал. Признался, знак, обязывающий его уступить дорогу, видел. Несколько автомобилей, едущих с улицы Кирпичникова, пропустил. Последнюю не заметил. В результате отечественная машина столкнулась со «Шкодой Йети». Удар был сильным. У иномарки сработали подушки безопасности, которые и спасли водителя иномарки от каких-либо травм. Ничего не понял, и что произошло. Самое главное, жив-здоров. Водители остались дожидаться на месте автоинспекторов. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Пассажирка узбекской иномарки пострадала в результате столкновения Део Некси и Мазды. Авария произошла днем на перекрестке улиц Карла Маркса и Гоголя. От удара Део развернула и отбросила на тротуар, после она врезалась в здание. Девушку, сидевшую на пассажирском сиденье, госпитализировали. Оба водителя были уверены в своей правоте. Утверждали, что ехали на зеленый. Их доводы услышал и Рамиль Шайдулин. Просто такой сильный удар, и все, хлопок, тудыщ, мы выскочили в окно, и все. Услышав громкий хлопок, к месту аварии сбежались люди. Многие попытались узнать, не нужна ли кому-нибудь помощь. Девушка, сидевшая на пассажирском сиденье Део, стала жаловаться на головные боли и тошноту. Ее сразу госпитализировали. Тем временем ее сестра, сидевшая за рулем, рассказала, как, по ее мнению, все произошло. Он виноват. Он виноват? Водитель Мазды, да. А почему он виноват? Потому что я ехал на зеленый, он въехал в меня и меня развернул. Однако водитель Мазды с этим не согласен. Нет, я на зеленый свет проехал. Автоледи же уверена в своей правоте и уверяет, что есть доказательства, которые готовы предоставить автоинспекторам. Говорит, что момент аварии зафиксировала камера видеорегистратора, установленная в ее автомобиле. Регистратор есть у меня. Все видно. К тому же на данном участке дороги на домах установлены камеры наружного видеонаблюдения. Вероятнее всего, именно они и помогут определить, кто прав, а кто виноват. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Признали виновными в вымогательстве и не только. Советский районный суд Казани вынес приговор в отношении 36-летнего Михаила Аванесяна и 24-летнего Бориса Нафталяна. По версии следствия, они вымогали у предпринимателя 40 миллионов рублей. В полицию потерпевший обратился лишь спустя год, когда подозреваемые стали угрожать ему и его семье. Какие еще деяния подозреваемых раскрылись во время следствия и каким стал вердикт суда, расскажет Нафиса Минязова. Слушай сюда. Ну? Дернешься? Я тебя завалю. Ты меня понял? Такие угрозы один из казанских предпринимателей стал получать в начале 2017 года. Двое неизвестных вымогали у него 40 миллионов рублей. Угрожали, что расправятся с ним или похитят его родственников. Испугавшись за близких, мужчина обратился в полицию в январе 2018 года. Было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Дальнейшие действия проводились под контролем оперативников. Установив за потерпевшим контроль, они задержали 2 жителей Саратовской области. Одному из них 36 лет, второму 24. В ходе следствия установлены и другие преступления, совершенные на территории Саратовской области. В период с марта по июнь 2016 года обвиняемые вымогали передачу прав на земельный участок и строящийся дом стоимостью 8 миллионов рублей у семейной пары под предлогом якобы невыплаченного долга. Стало также известно, что один из них осенью 2016 года вошел в доверие к саратовскому предпринимателю, устроился в его фирму снабженцем и под предлогом предоставления беспроцентного займа через армянскую диаспору убедил переписать на себя нежилые объекты. Продал недвижимость, а займ так и не предоставил. Ущерб, причиненный предпринимателю, тогда составил 23 миллиона рублей. Деяние квалифицировали как мошенничество. О некоторых преступлениях стало известно с помощью средств массовой информации. Полицейские не раз обращались к жителям с экранов телевизоров и просили откликнуться тех, кто пострадал от действий задержанных. Приняв во внимание все доказательства по обвинениям, Советский районный суд Казани вынес свой вердикт. Михаила Аванесяна приговорил к 8,5 годам лишения свободы в колонию строгого режима. Борис Нафталян же проведет там 2 года. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.